У нас возгорание на втором этаже, срочно требуется ваше содействие. Уровень 16, 17, 18. Срочно прибыть к пожарному расчету в дежурную часть. Первым на возгорание в здании вневедомственной охраны реагирует внештатный пожарный расчет. Крепкие мужчины-сотрудники с оружием за спиной и с огнетушителями в руках спешат провести первоочередные мероприятия. На втором этаже, четвертом кабинете задымление. Срочно провести первоочередные мероприятия. Все принято. Хотя пожар вымышленный, действия сотрудников реальные и максимально оперативные. При возгорании дорога каждая секунда. По легенде пожарно-тактического занятия, все сотрудники вневедомственной охраны эвакуировались, кроме одного. Он не смог самостоятельно покинуть горящее здание. Из-за сильного задымления спасти пострадавшего своими силами у росгвардейцев по задумке не получится. На помощь придут огнеборцы пожарно-спасательной части. Они как раз подоспели к месту условного происшествия. В течение 60 секунд после получения сигнала пожарные расчеты выезжают к месту происшествия. 3-4 минут огнеборцам достаточно для прибытия к зданию управления вневедомственной охраны. В аппаратах защиты органов дыхания звено газодымозащитной службы эвакуируют пострадавшего. Пожарно-тактические учения на различных объектах проводятся постоянно. Это нужно не только для налаживания взаимодействия между структурами и МЧС России. В стрессовой ситуации, какой является пожар, люди зачастую забывают элементарные правила поведения при возгорании. Алгоритм действий во время происшествия с огнем желательно не просто запомнить, а отработать практически. Пара вдохов едкого дыма могут стать смертельными, поэтому очень важно защитить органы дыхания тряпкой, желательно мокрой. Также важно помнить, что при сильном задымлении дым поднимается вверх, поэтому эвакуироваться рекомендуется ползком. В таком помещении, как правило, будет темно. В этом случае спасатели рекомендуют направляться к выходу, касаясь стены рукой. Итог учений в здании вневедомственной охраны: взаимодействие структур отработано, с поставленными задачами справились. Люди по природе своей к пожару относятся несерьезно, пока он не случится. Но, как мы все знаем, пожар – это такое опасное явление, которое в мирное время приводит к потере жизни, здоровья и имущества людей, общества, государства. Поэтому мероприятия сегодняшние в любом случае считаю необходимыми и цели считаю достигнутыми. Данные тренировки проводятся в целях изучения самого объекта, изучения обучения личного состава, также, повторюсь, самого объекта и пожарно-спасательной части. Всегда хочется, чтобы в реальности применять навыки действий в условиях пожара людям не приходилось. Но не зря считается: предупрежден, значит вооружен. Пускай такие знания и опыт лучше будут. На всякий пожарный случай. Анастасия Шишина, Султан Булгучев, Магаз 24.